все. Представляете, сколько звезд сцены отучилось здесь за такой солидный срок. Поздравить ансамбль и педагогов Ирину Петровну, Равиля Галимовича, Ларису Николаевну. Именно они стояли у истоков. Приехали выпускники со всех уголков мира. Такой широкий размах. Зрительный зал школы заполнен до отказа. На сцене ученики и выпускники. Когда-то в этих стенах учились петь артисты ныне известных музыкальных коллективов Шандау, Узорицы и многие другие. Возможно, кто-то из этих ребят будущая мировая знаменитость. Расскажи о концерте. Этот концерт посвящен 40-летию Узорицы. В нем участвует большое количество музыкантов, которые имеют то или иное отношение к Ирине Петровне, то есть главному учителю. С каким номером вы выступаете? Мы выступаем с жалеечным номером, то есть вот, собственно, жалейка. Это такой музыкальный и духовой инструмент. Она состоит из пищика, и остальной части. В детской музыкальной школе номер 4 учат и на разных музыкальных инструментах играть и мастерски петь. Некоторые артисты выступают акапельно, без сопровождения каких-либо музыкальных инструментов. Это, конечно, высший пилотаж, хотя, мне кажется, не менее круто играть на каком-то редком музыкальном инструменте. Вы, например, слышали о жалейке? Я в тот день о ней узнала впервые. Чем тебя зацепил русский народный жанр? Простотой своей, просто вышел, выступил, акапельный, уже красивый. Сложно ли играть на инструменте жалейка? Инструмент сложный, но на нем очень интересно учиться играть, выступать. В ансамбле «Узорица» учат не только владеть голосом и играть на музыкальных инструментах, но и традициям, народному фольклору. Педагоги сами отыскивают редкие музыкальные композиции и разучивают с учениками. В старину песни появлялись не просто так. Как правило, им всегда предшествовали какие-то исторические события. Изучая все это, мы повышаем свой уровень культуры и духовности. Узорица знаменита не только в Уфе, но даже и в других странах. Ученики спустя много лет не забывают о своих корнях и благодарят родную музыкальную школу. Милана Акмалова, Рамазан Мосин, специально для Горы новостей.